знанию искажать действительность. Очевидно, что горцы рассматривали набег как средство антиколониальной борьбы, ибо иных способов восстановления справедливости у них не было. Казачья станица в их глазах рассматривалась как законная военная цель, так как была построена на захваченной у них территории, из которой казаки, так же как и чеченцы или кабардинцы, совершали набеги, когда автономно, а когда в составе армейских подразделений. Генерал Потто, которого трудно упрекнуть в любви к чеченцам или кабардинцам, пишет: «Нет сомнения, что гребенцы, как и все порубежное казачество, помимо царской службы, занималось еще и вольными промыслами. Такие налеты, составлявшие поэзию казачьей жизни, воспитывавшие дух их, несомненно, были сродни и нашим гребенцам, но предпринимались ими не для одной добычи, не по нужде добыть себе зипунов, а просто из лихого молодечества, из желания окурить порохом молодежь, незнакомую еще с боевыми опасностями, не дать затупиться шашке или заржаветь в числе стамбульской винтовки. Гребенцы никогда не жили за счет мирных обитателей русской земли, а только за счет врагов своего народа и своего отечества. Кого генерал Потто относил к врагам отечества и за чей счет жили казаки, думаю, пояснять не нужно. Тем более, как пишет советский историк Покровский, набеги были в сущности делом обоюдным. Весьма нелегко было установить, кто на кого первый стал набегать: горцы ли на линейных казаков или